Насколько я знаю, вот такое крупное мероприятие для Хакасии вот за последние годы, ну минимум как 3 года, вот я не знаю, каким образом вам удалось это организовать и вообще какая была проделана работа Союзом писателей Хакасии? Ну, действительно, те участники прямые и косвенные отметили факт того, что вообще мероприятие организовано было, в общем, очень хорошо, активно. Я хочу сказать о людях, которые остались за кадром данного мероприятия. Естественно, Галина Григорьевна Казачинова, Юрий Анатольевич Иванов, Геннадий Григорьевич Синельников. В принципе, я могу назвать еще фамилии других авторов, писателей нашего члена Союза писателей. Естественно, данное мероприятие было просто задумано проведение в рамках 65-летия Союза писателей Хакасии. За каждым вообще состоянием в природе, тем более вот событийности, да, какого-то, скажем, организации или человека стоят вообще люди, да, вот за каждым событием. Точно так же Союз писателей. 65 лет прожить, вообще жизнь длиной в 65 лет. Что это означает? Значит, что у основания истоков стояли те люди, которых сегодня нет в живых. Поэтому, когда мы в целом стали материалы изучать, собирать много архивных материалов, естественно, мы просто пришли снова к имени нашего великого общественного деятеля, писателя Николая Георгиевича Доможакова, который также основал Хакасский научно-исследовательский институт. При его же, вот, как сказать, участии была основана кафедра хакасского языка тогда при учительском институте в Хакасии. В общем, также есть информация, что именно Николай Георгиевич Доможаков также участие принимал активно при создании, даже был инициатором создания Хакасского института повышения квалификации. В общем, в целом нужно было этому человеку, лидеру, родиться именно в то время и родиться именно хакасом, именно на нашей хакасской земле, чтобы сделать столько вот значимую вообще сегодня работу, деятельность для нашего народа в целом, не только для нашего, для всех Хакасий. Поэтому, когда все эти материалы мы собрали, мы как-то вот заранее искали источники финансирования, естественно, обращались ко многим, но я хочу выразить спасибо, наверное, Министерству труда и социального развития, которое как раз под программу, наша программа очень лаконично вписалась как раз вот в программу Министерства труда и социального развития, в котором гранте мы вообще принимали участие. Поэтому основное финансирование было, это все же также это финансирование, хоть и грантовая программа, но по линии правительства Республики Хакасия. Поэтому я хочу сказать, что значит, финансирование и поддержка финансовая все-таки основная шла по линии Министерства труда и социального развития, в котором мы приняли участие, естественно, Союз писателей. Но также мы через Министерство экономики и развития республики по делу молодежи, по молодежной политике шли. Ну там денежек вообще мало было, но так или иначе, тоже они нам эти деньги тоже очень помогли. Поэтому практически вот хочется отметить, что в Хакасии Союз писателей Хакасии как общественная организация, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что является одной из активнейших организаций, участвующих вообще в грантах республики. Поэтому благодаря этому мы за эти 2 года издали 11 наименований книг. Мы сегодня издаем, просто разрабатываем свои проекты конкретно, даже если взять линию запущенную детских глянцевых ярких книжечек, которые сегодня вот дальше вот выйдут вместе с кадром, сегодня покажете для читателей. Но также, наверное, очень огромная победа для нашей общественной организации Союз писателей – это создание и издание русско-хакасского школьного словаря. Я вот хочу сказать, наверное, это единственная, может быть, даже организация во всей России, которая сегодня вышла на такой вообще этап издания, как справочное издание для словаря. Это вообще уникальная работа, она, в общем, работа глобальная. В общем, вот так вот работаем. Поэтому получили мы оценку от участников других территорий, очень высокую, в плане организации, благодарности до сих пор пишут в интернете. Благодарственные письма идут за приглашение. Надо сказать, жизнь длиной 65 лет, она не прошла одномоментно, но, в общем, все традиции и обычаи, отношения, вообще деятельности Союза писателей Хакасии
просто формировались вот этими годами. Поэтому давно сложившиеся отношения с журналом «Сибирские огни», в котором у нас печатались постоянно, всегда представители нашей территории. Поэтому у нас, я так думаю, что отношения с журналом «Сибирские огни», они у нас просто сейчас закрепились тем, что журнал сегодня сделал юбилейную подборку, приуроченную к юбилею Союз писателей, который так и называется, что 65 лет Союз писателей Хакасии. Вот. И поэтому желающие могут сегодня ознакомиться в данном издании из интервью, которые сегодня прошли, значит, с нашим, как сказать, председателем Верховного Совета депутатом Владимиром Николаевичем Штыгашевым. Значит, также поздравление Виктора Михайловича Зимина здесь. Подборка стихов новых поэтов, которые сегодня были приняты в Союз писателей России. Ну и много-много наших вообще. Вот, практически здесь все авторы наших в Хакасии. Поэтому тут же Синельникова интервью, тут же интервью Полежаева, Галина Григорьевна Казачиновой материал, Полина Кандауровой, Ольги Константиновны Топоевой. Вообще вот, ну, в общем, много-много чего. В общем, интересного причем. Но отзывы про эту подборку на этого журнала также идут очень такие, скажем, ну, хорошие, стабильные. В общем, хочется работать, да, вот после того, что вот сегодня у нас столько сделано вообще дел при Союз писателей Хакасии, и хочется еще надеяться на то, что поддержка также будет со стороны спонсоров, со стороны, и, скажем, правительства, председатель правительства Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин нам обещал восстановление финансирования. Этот вопрос вроде как решается, на каком этапе мы пока еще не знаем. Поэтому будем надеяться, что все-таки финансирование будет. Практически вот это мероприятие, это был литературный семинар, ну, имеется в виду, принимали новых авторов. Вы могли бы назвать несколько имен, несколько тех интересных авторов, которые влились в ваши ряды? Я рада тому, что практически все у нас, ну, с Тувы 3 человека прошло, из Горной Шори 2 человека, из Новосибирска 2 человека, из Хакасии практически у нас прошли 10 человек. Правительство в лице Министерства культуры создали Дом литераторов, ну, значит, это была их инициатива, поэтому что делать тогда? Вопрос другой возник. Что делать тогда с исторической организацией общественной, Союз писателей, который столько лет, да? Столько судеб, столько вообще на плечах Союз писателей вынесено было политических каких-то даже репрессий в те годы. Вы понимаете, да, что те писатели, которые начинали еще до 1949 года, практически создавали современную письменность хакасскую, алфавит создавали, практически они все были репрессированы, и многие расстреляны. И в связи с этим мы просто вот правлением, нашими писателями решили, что любой ценой, даже несмотря на отсутствие финансирования, сохранить Союз писателей. Вот с этого начиная, нужно сказать, пошли письма. Когда состоялись перевыборы вообще у нас в Союз писателей, правление Союз писателей, мы стали обращаться, разработали план, значит, стратегию на, значит, ближайшее время и также на 5 лет и на дальнейшие годы. Поэтому с целью сохранить и дальше развивать Союз писателей мы собрались, общим собранием приняли решение обратиться в правительство, значит, на адрес председателя правительства Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина и также на председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Николаевича Штыгашева с комплексом вообще, значит, мероприятий, с рекомендациями о том, что нужно сделать с конкретными предложениями, что нужно делать для сохранения и развития Союза писателей. Конечно же, все пункты наши, хотя, в принципе, да, я так понимаю, что одобрены, потому что много пунктов из них уже практически удалось притворить. Это в том числе учреждение 2 литературных премий, каждая по 100 тысяч. Но на самом деле за эти 2,5 года сделано столько, сколько, наверное, даже сказать словами никак пока невозможно, поэтому
Значит, литературная премия 100 тысяч по поэзии имени Моисея Романовича Баинова. Вторая премия по прозе имени Николая Георгиевича Домажакова, тоже 100 тысяч. 2 стипендии молодым авторам ежемесячно, которые по 2000 будут получать. Вот сертификаты на это мероприятие правительство вручило, они будут скоро получать уже, практически они уже некоторые получили.